Без света, воды и газа, почти как в каменном веке. Так условия, в которых им приходится выживать, описывают жители новостроек в Карабулаке. Все эти проблемы они многократно пытались решить с помощью местных властей и собственными силами. Однако на протяжении уже 7 лет картина не меняется. Стоит ли надеяться на лучшее? Этот вопрос лично главе города задала Мадина Аздоева. Люди возвели дома и давным-давно отметили новоселье. Вот только жить в них по-человечески у них не получается. В этих домах нет ни света, ни газа, ни даже воды. Словом, никаких коммуникаций. Местные чиновники обещают решить проблему, только чудо не происходит. А ведь зима совсем близко. Речь идет о жителях 3-го микрорайона города Карабулака. Около 100 семей 7 лет продолжают бить тревогу, выживая без тепла и света. Даже лампочка не загорается, свечка и то ярче горит, чем эта лампочка. Они еще требуют с нас, вот есть люди, на которых они по 12 тысяч задолженность наложили. Достучаться до представителей власти и других инстанций, рассказать им о своем бедственном положении жители, конечно же, пытались. И не раз, но, увы, отчаялись. 4 года мы здесь живем. После этого 4 года здесь не было ни света, ни газа, ни воды, ни дорогу. Ничего здесь нету. А за это время обращались вы куда-нибудь? Ну, я лично не обращался, но обращались тут жители. Соседи обращались. Ничего нового нету такого. Каждый по-своему старается справиться с ситуацией. К примеру, Фатима Мархиева позаботилась о столбах для электросетей. Правда, они деревянные, говорит она. Но все же на время можно было бы и применить их, установив и протянув провода. От соседа я бросила кабель, чтобы лампочка хотя бы с улицы горела, я же не могу в темноте сидеть. Оплату сделали, не подключает газ. Причина того, что подождите, завтра Комикон уже месяц. А деньги содрали 28 тысяч. Свое решение проблемы есть и у Магомеда Аздоева. Вот возьмите, по железной дороге стоят такие же столбы стоят, на которых нету никаких электропроводов, ничего нету. Вот эти столбы можно снять оттуда, поставить, где больше населения, по улице поставить. Это же брошенные столбы, никому не нужные. Участие в решении проблемы со светом, судя по всему, принимают все, кроме тех, кто непосредственно обязан этим заниматься. Побывав однажды в гостях у родственника, Зелимхан Картоев решил помочь установить трансформатор. А поскольку один он не справился с этим непростым и весьма затратным делом, необходимую сумму общими усилиями собрали представители всего рода Картоевых. Скинулись кто сколько мог, приобрели трансформатор и установили. Казалось бы, осталось только подключить к электричеству, но не тут-то было. Мы попросили у местных властей, чтобы нам дали доступ к высоковольтной линии. Мы хотели, чтобы администрация взяла трансформатор на свой баланс. Но попытки с кем-нибудь из них связаться не увенчались успехом. Наши звонки попросту игнорируют. МРСК тоже молчит. Причин для этого у представителей МРСК, как выяснилось, немало, начиная с отсутствия документов на объект, а то и вовсе незнания о такой проблеме. Подключение и сами разберутся. Так что же все-таки делать жителям? Ведь зима близко, а проблем с коммуникациями масса. Есть ли какое-то решение у представителей местной администрации? Как выяснилось, есть и не одно. Мы сегодня, вы видели, поставили конкретные задачи. В ближайшее время вопрос с этим трансформатором мы закроем. Оформим все документально и подключим. И это только по свету. Остаются еще газ, вода и дорога. Также мы работаем с «Газпромом», где у нас нехватка есть. Дополнительно обещают нам проложить сети, где у нас ветхие сети. Тоже с «Газпромом» у нас такая договоренность достигнута. По поводу дорог, я нашел инвесторов буквально недавно. У меня есть договоренность, что у меня будет выделяться бесплатно гравий. И за счет небюджетных источников, я думаю, частично до наступления холодов некоторые улицы постараемся сделать. Такого исхода и понимания жители наверняка не ожидали. Все оказалось просто. Нужно было прийти и рассказать о проблеме лично ему, мэру. Сложно будет, но мы постараемся помочь, обещал глава администрации. Получится ли у представителей власти реализовать все задуманное и как встретит очередную зиму жителей 3-го микрорайона Карабулака, покажет время. Мадина Аздоева, Магомед Гагиев, Исмаил Сагов, Наиб Цачоев, Вести Ингушетия.